Поселок Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района является транспортно-логистическим узлом и связующим звеном отдаленных районов республики для завоза продуктов питания и необходимых товаров. Акционерное общество «Якутопторг» обеспечивает продовольственную безопасность отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Республики Саха-Якутия, обеспечивая завоз готового запаса социально значимых продовольственных товаров, согласно установленного перечня. С 2019 года в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района работает перевалочная база для переправки автозимникам в арктические районы республики. Отгрузка социально значимых продовольственных товаров в автозимник в арктические северные районы было запланировано 5500 тонн, который был доставлен до конца марта 2022 года. В некоторых филиалах акционерного общества «Якутопторг» в марте месяце наблюдалось повышенный спрос на продукты питания. Люди мешками скупали сахар, муку и крупы. Я хочу просто донести до людей, что мы уже много лет занимаемся продуктами питания и оцениваем возможности Российской Федерации, что по основным направлениям социально значимых продуктов питания дефицита продукции не будет, я думаю. Потому что Россия является лидером по экспорту зерна, у нас достаточно мощное производство по производству муки. Россия выращивает сама достаточное количество сахарной свеклы и производит достаточное количество не только сахара, но и растительного масла, круп, всего ассортимента. Ассоциация строителей Аяма занимается переработкой грузов, является погрузочно-разгрузочным комплексом более 25 лет в Якутии. В погрузочно-разгрузочном комплексе в день в среднем перерабатывается 30-35 вагонов. В день приходит по несколько поездов с грузом, порядка 70-80 вагонов в день, не считая контейнеров. Род груза разный – это металлопрокат, продукты питания, комбикорма, строительные материалы. В связи с поэтапным снижением грузоподъемности ледовой переправы через реку Лена, Якутск, Нижний Бестях, с 1 апреля и последующим ее закрытием наблюдалось сгущение перевозки грузов назначением на станцию Нижний Бестях, что приводит к его скоплению и увеличению нагрузки на перерабатывающие мощности. В этих условиях со стороны строителей Аям принимаются все необходимые меры для выполнения обязательств перед заказчиками по своевременной переработке грузов на железнодорожном транспорте и доставке их до грузополучателей. Ассоциация строителей Аяма занимается переработкой грузов, является погрузо-разгрузочным комплексом уже 25 лет, как в этом году исполнилось. Мы занимаемся выгрузкой из вагонов груза, загрузкой грузов в вагоны и отправкой их в Россию, и выгрузкой грузов всех товаров народного потребления, металлов, строительных материалов, контейнеров и прочих грузов. Занимаемся разгрузкой здесь на площадке. Штат у нас большой транспортный штат, много своего автотранспорта, грузовые машины, порядка, наверное, 6 кранов, больше, наверное, 50 машин грузовых КАМАЗов. Потом что погрузчики у нас имеются, вилочные, фронтальные погрузчики. По работе у нас штат, как я говорила, большой, мастера, специалисты, приемоздатчики, грузчики, стропольщики, водители, мастера. Груз сейчас поступает в большом количестве. Все зависит от заказчиков. Получается, январь мы работаем, нет такого наплыва груза. Февраль уже больше, а в марте, так как заказчики стараются перед закрытием переправы отправить побольше груза, не заблаговременно отправляют, а потом все приходит, все в кучу. Очень большое скопление вагонов получается, и по дороге, и на станции. Все стараются закрыть переправу, поэтому отправляют поздно и большое скопление груза. Мы привлекаем дополнительно работников с транспортного техникума, грузчиков, со сторонних организаций, чтобы работали. Очень поздно отправляют. И перед закрытием зимней переправы, и также это явление проявляется перед закрытием, получается, паромной переправы. Тоже все копят, а потом начинают валово все отправлять, и поэтому получается вот такая ситуация. Сейчас поезда приходят, может приходить в день по 4 поезда с нархозом, и поэтому груза очень много именно на закрытие зимних и осенних переправ.
Транспортная компания «Якутский транзит» с 2011 года является одним из главных переработчиков грузовых поездов с Москвы и Новосибирска. С момента открытия «Зимника» компания переработала более 37 поездов с Москвы и Новосибирска. Это около 40 тонн груза, доставленных до конечного грузополучателей. Нашими основными клиентами являются крупные магазины, крупные поставщики товаров, такие как «Своя копейка», «Удачная покупка», «Больше-меньше», «Амсай», и «Айгуль», «М-Видео», «Эльдорадо», «ДНС». У нас работает свой автопарк. Это 50 автомашин, которые ежедневно работают и доставляют 50-60 контейнеров в день до конечного грузополучателя, а это около 1000 тонн груза. В погрузочно-разгрузочном комплексе Якутского контейнерного агентства с начала этого года поступило более 5000 контейнеров. Только в марте месяце доставили до грузополучателей более 2300 контейнеров. Род груза разный – это металлопрокат, продукты питания, комбикорма, строительные материалы. Якутское контейнерное агентство – крупнейший контейнерный оператор и экспедитор Якутии. Работает на российском рынке более 10 лет и успешно завоевывает новые просторы в сфере логистики. Якутское контейнерное агентство является ключевым переработчиком контейнеров, прибывающих в республику. Филиалы компании расположены в Москве, Новосибирске, Симферополе, Якутске, Нижнем Бестяхе, Беркаките, Алдане, Томмоте. За прошедшие годы Якутское контейнерное агентство расширило свое присутствие на рынке транспортных услуг. Но это универсальная тара, обеспечит максимальную скорость переработки контейнеров. Мы совместно с Трансконтейнером отправляем контейнерные поезда с таких грузовых хабов, грузообразующих хабов, как Москва и Новосибирск. В день мы стараемся перерабатывать более 100 контейнеров. То есть сегодня грузополучатели получат порядка 106 контейнеров. В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия 10 марта была создана опергруппа для постоянного контроля прохождения доставки грузов и оперативного решения вопросов грузополучателей. Для мониторинга ситуации на станции Нижний Бестях ежедневно выезжают сотрудники министерства. Акционерное общество акционерной компании «Железные дороги Якутии» совместно с Дальневосточной железной дороги ежесуточно контролируют доставку грузов, организованное слаженное взаимодействие сторон. Перед закрытием переправы мы, конечно же, включили все резервы возможные для обеспечения своевременной выгрузки товаров народного потребления и перевозки их на город Якутск. Увеличен парк магистральных локомотивов для того, чтобы своевременно доставлять поезда до станции Нижний Бестях. У нас выработана одна позиция и технологии работы с ООО «РЖД», с нашим соседом Дальневосточной железной дороги. То есть мы обеспечиваем своего рода порционный прием вагонов груженных, следующих до станции Нижний Бестях. И кроме этого обеспечиваем передачу порожних вагонов из-под народно-хозяйственных грузов, принимаем груженные вагоны с углем и передаем их в Дальневосточную железную дорогу. Кроме этого, у нас на станции Нижний Бестях работает 3 маневровых локомотива в этот период для того, чтобы обеспечить своевременно фронты выгрузки. 10 марта мы создали оперативную группу в Министерстве транспорта с участием представителей акционерной компании «Железные дороги Якутии», филиала РЖД Дальневосточной железной дороги. Также у нас присутствует в этой рабочей группе управление автодорог республики. Это как раз те специалисты, которые мониторят работу автозимников и ледовых переправ на территории. Что мы делаем в рамках этой опергруппы? В ежедневном режиме мы работаем здесь, мониторим деятельность выгрузки народно-хозяйственных грузов на станции Нижний Бестях.
В ежедневном режиме здесь работают специалисты Министерства транспорта, железных дорог Якутии. Мониторинг, можно сказать, ежедневный. Плюсом в ежедневном режиме мы проводим заседания, решаем оперативные вопросы непосредственно в этой опергруппе. Мы обеспечим полную, значит, гарантируем, как и железнодорожная, и, значит, специалисты железных дорог Якутии, гарантируем доставку своевременную сюда на станцию, а затем уже по, значит, переправам до города Якутска жизненно необходимых грузов. В ежедневном режиме мы получаем сводную информацию о состоянии, о текущем состоянии автозимников, автомобильных дорог, переправ ледовых. Следим за обстановкой по снижению грузоподъемности и так далее. Вот, работа ведется. В связи с закрытием ледовой переправы под круглосуточным режимом работает весь состав железных дорог Якутии, также и командный состав. Изменение цен за перевозку грузов в связи с закрытием переправы не ожидается. Ну, у нас это ни для кого не секрет, что на станции Нижний Бестях и, в принципе, на сети железных дорог ЖДЯ пиковый сезон, это приходится на конец марта, начало апреля в связи с закрытием переправы. И приходится пик сезона, это середина сентября и начало октября в связи с, опять же, закрытием переправы. То есть это такие самые пиковые и значимые месяца, в которые на станции не только сменная круглосуточная работа, но и круглосуточная работа командного состава. То есть либо я, либо начальник станции, либо другие руководители и круглосуточно, ежесменно всегда присутствует на станции. Тарификация, она устанавливается прейскурантом 10.01, соответственно, ежегодно на начало 1 января цены, как, скажем так, тариф как устанавливается, он так и остается. Единственное, что на начало следующего года будет регулировка цен. В связи с закрытием переправы она никак не поднимается, не опускается. Это фиксированная тарифная ставка по перевозке на сети железных дорог.